Всем доброго дня! Сегодня мы поговорим снова про движение в жилой зоне. Вот в один из въездов на 202 микрорайон знак стоит «Жилая зона». Специально прокачусь, тут 2-3 въезда покажу, чтобы видели, что действительно большинство въездов на 202 микрорайон обозначены знаком «Жилая зона». Здесь мы включим обязательно повороточку, как бы многие не говорили, что дорога меняет, главное меняет направление, включать не надо, не знаю, кто вас так научил, надо включать. Так, очередной въезд в жилую зону, снова знак «Жилая зона». Дальше едем. Тут ремонтные работы полным ходом. То есть подобное видео уже было, но, видимо, народ не вразумил и попросили меня отснять еще по 202 именно отдельно. Выполняя, скажем так, по заказу, да. Так, и интересен нам будет вот этот вот заезд, где белый джипик сейчас поехал. Почему? Потому что нам почти насквозь, да, 202 микрорайон проходит. И многие здесь ездят в налоговую инспекцию и думают, что они двигаются по главной дороге. Но я вас огорчу, вот знаком видно «Жилая зона». Соответственно, в жилой зоне будет работать правило 8.9 при движении в одинаковом положении с другим транспортным средством. Мы пропускаем того, кто приближается нам с правой стороны. То есть здесь кругом жилая зона, почти на всех въездах есть эти знаки. Получается, двигаясь здесь, я должен смотреть вот сюда, на помеху справа, а не шуровать, как будто я на главной дороге. Вот. Здесь очень часто так ездят, еще сигналят, типа, куда ты прешь. Я не знаю, вот, дальше следующий выезд, вот за автобусом, если сейчас здесь будет машинка, я должен буду ее пропустить, потому что она будет для меня помеха справа. Нету, снова едем. 8 раздел правил в действии. Кроме того, хотелось бы заметить, что в жилой зоне пешеходы имеют перед водителями транспортных средств преимущество. Но там также очень интересно написано, что пешеходы не должны создавать необоснованных помех для движения транспорта. То есть, если есть возможность у пешехода отойти на тротуар, они должны это сделать. Ходить, то есть просто так по проезжей части и думать, что я у себя во дворе имею преимущество, нет, они, огорчу, не имеют преимущества. Так что, повторное видео, да, еще раз про помеху справа. Ребят, пожалуйста, дамы и господа, будьте осторожны. В жилой зоне нету главных дорог. Вот, пожалуйста, я их буду пропускать. Сейчас идут они имеют преимущество у нас здесь. И сигналить тоже нельзя. Вот, пропускайте те, кто приближает с правой стороны. Вот здесь, если будет автомобиль, должен буду пропустить, к радости к моей нету, да. И поехали дальше. Здесь тоже мог быть, тоже надо пропускать. Сейчас мы свернем здесь налево. Вот, встречный. Здесь он нам, не нам. Он не нам, помеха справа. Так, вот здесь еду. Вот здесь вот будет выезжать автомобиль, должен буду пропускать. Кстати, максимально разрешенная скорость в жилой зоне не более 20 км в час. А я еду как раз таки 20 км в час. Там движуха пошла, что-то как на полуприцепе у нас. Пробокс поворачивает. Вот, если была помеха справа, должен был бы пропускать. Так, и выезжает в жилой зоны, мы видим знак «Выезд из жилой зоны». Вот он у нас и есть. То есть, я думаю, довольно понятно. Повторно уже разъясняю данную ситуацию.